повышенной готовности. По данным Управления Роспотребнадзора Якутии, за последние сутки выявлено и определено в реестр случаев 179 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них город Якутск, количество составляет 110 случаев. Среди улусов я бы хотела обратить внимание на введенную в базу данных случаи Жиганского улуса 12 и по Алайховскому, Амгинскому и Татинскому улусам по 6 случаев. Немного меньше в Алданском и Намских районах по 5 случаев. Практически в каждом районе есть выявленные случаи новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что все эти случаи на настоящий момент, исходя из сложившейся схемы и маршрутизации, осуществления вообще всех действий, от анализа до компьютерной томографии и до лечения, все эти случаи, они у нас находятся под контролем, лечатся, выявлены контактные лица, изолированы, и, соответственно, ведется полная работа для того, чтобы не допускать последующее распространение коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано в данной базе Роспотребнадзора 2 летальных случая. Дальше продолжаем наши исследования на коронавирус. На настоящий день за сутки сделано 6133 исследования на коронавирус. Вопрос о сроке проведения исследований на коронавирус у нас являлся вопросом номер 1 за последнюю неделю. На настоящий момент по ряду непосредственно поликлиник города Якутска достигнуто сроки до 2 дней. У нас есть еще проблема по одной из поликлиник города. Я думаю, что до конца недели путем введения, увеличения лабораторных мощностей СПИД-центра, соответственно, данная проблема будет разрешена. Для нас сегодня является достаточно контрольным и подконтрольным и, в общем, управляемой ситуацией на настоящий момент в улусах нашей республики. Отслеживается практически каждый случай, каждая ситуация, разворачиваются дополнительные койки. Разворачивание дополнительных коек в республике зависит прежде всего от того, что мы очень четко понимаем, что есть несколько видов непосредственно сегодня вирусных инфекций, которые приходят в том числе и, соответственно, с нашими погодными условиями и санитарно-эпидемиологической ситуацией. Поэтому сегодня первичное звено у нас работает в том числе и на продолжение вакцинации от гриппа, и на проведение мероприятий профилактики ОРВИ. И очень четкое разделение имеется в республике между заболевшими по ОРВИ, гриппу и заболевшими коронавирусом. Необходимо обратить внимание, что в целом система дальше продолжает здравоохранение, проводить диспансеризацию на территории республики. Я думаю, что те задачи, которые система здравоохранения перед собой ставит в части диспансеризации населения к концу года, несмотря на все коронавирусные сложности, будут нами выполнены. Кроме того, хочу обратить внимание граждан республики о том, что мы продолжаем оказывать плановую помощь и, соответственно, восстанавливаем, и даже в некоторых больницах республики вводим ряд новых медицинских услуг, которые ранее не были предусмотрены вообще и являются для нас новыми. Поэтому, уважаемые жители республики, впереди у нас с вами выходные. Для учреждений здравоохранения это всегда достаточно сложный период. Поэтому мне бы хотелось пожелать медикам выдержки, здоровья и все-таки терпения, которое сегодня важно для нас всех. Но гражданам республики здоровья, берегите себя. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Смотрите далее в нашем эфире. В Российской Федерации полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил Нерюнгринский район. Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории порта Находки. Роспотребнадзор взял пробы воды, источник загрязнения выясняется. Почти половина печатных СМИ находится на грани закрытия, однако коллектив газеты «Мирнинский рабочий» смотрит в будущее с оптимизмом, отмечая 60-летие издания.
Вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сказал, что в настоящее время бюджет Якутии способен справиться с существующими вызовами. А в настоящее время у Якутии есть целый ряд выпадающих доходов, связанных с экономическим кризисом, коснувшихся компаний республики, и дополнительных расходов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией, отметил Юрий Трутнев. Глава республики Айсен Николаев пояснил, что ряд доходов в медицинских учреждениях выпадает из-за снижения уровня оказания регулярной медицинской помощи, так как места заняты больными коронавирусом. Данные события необходимо учесть в методиках и сделать так, что медицинские учреждения не страдали и не становились слабее. В целом бюджет республики в состоянии справиться с вызовами, резюмировал Трутнев. Также Юрий Трутнев поддержал предложение главы республики Айсена Николаева в части оснащения медицинских учреждений. Юрий Петрович поддержал наши предложения и просьбу в части оснащения республиканских медицинских учреждений, поставку дорогостоящих медицинских препаратов, улучшение работы в медицинских учреждениях в условиях коронавирусной инфекции, отметил руководитель региона. Трутнев, в свою очередь, добавил, что необходимо уменьшить время ожидания результатов тестирования на коронавирусную инфекцию до 3 дней, вне зависимости от местоположения больного. Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории порта Находки. По информации пресс-службы правительства Приморского края, в настоящее время устанавливается источник загрязнения. Для этого представителями Роспотребнадзора были взяты пробы воды. Кроме того, отмечается, что администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе посредством установки боновых заграждений с привлечением спасателей. Сообщается, что пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода, однако там комментировать ситуацию